В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй начнутся в следующем году. Дополнительное финансирование ускоренного развития овощеводства в России в следующем году составит 5 миллиардов рублей. Много ли хозяйств занимаются выращиванием в регионе? Завершился первый этап сбора заявок жителей по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». Стартовал второй. 18 ледовых переправ действуют в Якутии. Открытие осуществляется согласно примерному графику. Сроки могут быть скорректированы, исходя из фактического состояния льда и погодных условий. 3 ледовые переправы республиканского и муниципального значения были допущены к эксплуатации 6 декабря. Хатас и Нижний Бестях и Покровский Рдом через реку Лену для транспорта массой до 3 тонн, а также через реку Марху в местности Кулунсунах Нюрбинского района до 20 тонн. Сообщается, что в связи с открытием ледовой переправы федерального значения в Сунтарском районе Устье-Сунтар по данному маршруту закрыта временная переправа. Берегоукрепительные работы на реке Вилюй в районе села Верхневилюйск начнутся в следующем году. В ближайшее время будет определена подрядная организация. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. Работы по берегоукреплению почти на 3 километра земли предполагают уполаживание откосов берега, отсыпка инертным материалом, укрепление берега каменной наброской. Общая стоимость объекта оценивается в 788,5 миллионов рублей, из которых 733,5 миллиона выделят из федерального бюджета, 55 миллионов рублей из бюджета республики. Более 280 хозяйств разной формы в регионе занимаются выращиванием овощей и картофелеводством. Среди них одним из опытных является хозяйство Валерия Кима. Он начал работу еще в 1994 году. Тогда у овощевода было только 3 гектара земли, а сейчас площадь пашни расширилась до 55 гектаров. Имеется овощехранилище, где можно хранить до 1000 тонн корнеплодов. В этом году хозяйство Ким собрало более 500 тонн картофеля, 60 тонн капусты, моркови и свеклы, 50-40 тонн. Продукцию овощевод реализует через Горснаб. Заключил 2 контракта. На сегодняшний день уже сдали 200 тонн картофеля, 20 тонн капусты и реализовали 37 тонн свеклы и моркови. Горснаб капусту сдаем по 18 рублей, свеклу по 32 рубля, морковь по 35. Ну, кроме этого, получаем субсидии, с мэрии. Ну, получается, на картофель где-то 13 рублей добавляют мэрия на каждый килограмм. На свеклу с морковкой где-то, также 13-14 рублей, в общем. И, в общем, получается, морковь по 49 выходит, по-моему. Ага. Свекла по 46. Капуста по 30 рублей, картошка по 40 рублей. Но все-таки большинство овощеводческих хозяйств затрудняются в плане заготовки продукции. Если сейчас они получают субсидию на гектар земли, то на реализацию большой поддержки не предусматривается. Но со следующего года будет оказано финансирование на заготовки овощей и картофеля. С 2022 года будет дополнительное направление, которое будет передано муниципалитету. Это по линии заготовки овощей и картофеля. Это одна ставка 10 тысяч рублей на тонну. Муниципалитетам сейчас предстоит работа организовать заготовительные организации. Как в прошлом году, да, вот по линии картофелеводства 58 тысяч тонн только собрали, это 83%. Собрали 28 тысяч тонн овощей. И вот это направление, которое с 2022 года будет вновь передано, да, вот муниципалитетам, это позволит заготавливать картофель и овощи. И мы вот предполагаем, что хозяйства будут заинтересованы.
Жители многоквартирного дома села Амга обратились с жалобой в Государственный строительный жилищный надзор республики с многочисленными проблемами со стороны управляющей компании. 23-квартирный дом был введен в 2016 году по программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как утверждают жильцы, с момента ввода дома начались проблемы. Зимой промерзали трубы водоснабжения и канализации, по вентиляционной трубе в квартиры попадает дождь и снег. По факту жалоб жильцов из Якутска был направлен инспектор Госстройжилнадзора и организована комиссия в составе представителей жильцов дома, улусной администрации и управляющей компании. Мы провели инструментальные замеры температурного режима помещений данного многоквартирного дома. Ну и заодно еще проверили анемометром работоспособность системы вентиляции. И в ходе контрольных мероприятий выявили нарушения требований жилищного законодательства. И в связи с этим в отношении обслуживающей организации мы им дадим предписание о том, чтобы они устранили нарушения и привлечем их к административной ответственности. 39 жителей Горного района повысили квалификацию по рабочим профессиям в Центре занятости населения в этом году. На днях 11 безработных граждан получили удостоверение об окончании профессионального обучения слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования. Они прошли курс в дистанционном формате, а практическую часть на базе предприятий. Сегодня торжественно вручаем свидетельство об окончании курсов слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 11 безработным гражданам, которые обучились и получили свидетельство. С прошлого года в Горном Улусе активно ведется по газификации села в Дигостях. В связи с этим мы будем устраивать своих граждан в данное предприятие Улуса и другие предприятия газового хозяйства. Глава Якутии принял участие в работе круглого стола по обсуждению вопросов устойчивого развития ESG, организованную Алмаз-Регионбанком. Под этой аббревиатурой принято понимать реализацию принципов экологической, социальной и управленческой ответственности. В работе круглого стола в режиме ВКС приняли участие представители банковского сообщества, в том числе Центробанка, Ассоциации банков России, а также институтов развития консалтинговых и аудиторских компаний, науки и бизнеса. Якутия является важнейшим климатическим регулятором всей планеты, охраняя 30% нетронутой человеком природы России и около 10% всего мира. Вместе с тем, современная Якутия активно развивается как один из мировых арктических центров в области сохранения и развития культуры, языков и традиций сообществ коренных народов Севера, населяющих республику. В связи с этими экологическими и социокультурными функциями, возложенными на Якутию, в республике был создан Совет по благополучию и устойчивому развитию. В его состав вошли представители ведущих российских и зарубежных научно-исследовательских школ, руководители крупнейших промышленных компаний и современных институтов развития. Совет призван выработать новые масштабируемые подходы по 5 ключевым направлениям достижения устойчивого развития: здоровью, сбережению, инфраструктуре, экологии, занятости и культуре. Республика Саха-Якутия, как один из лидеров инвестиций, сегодня не только на Дальнем Востоке, но и в целом в стране, крайне заинтересована в их дальнейшем росте и качестве. Я уверен, что банки, кредитные организации могут существенно расширить свою миссию, становясь координаторами изменений путем выстраивания новой единой устойчивой экосистемы по управлению социальными и экологическими инициативами. И это мы сейчас в стране видим на примере той экосистемы, которую создает Сбер. В Якутии стартовал второй этап отбора в программу «1000 дворов на Дальнем Востоке». Программой предусмотрено благоустройство дворов муниципальных образований республики, где численность населения более 1000 человек. На сегодняшний день по итогам первого отбора на участие в проекте поступило свыше 200 заявок. До 12 декабря продолжится следующий этап отбора, по правилам которого органы местного самоуправления должны осуществить сбор документов и согласовать их с местными властями и затем направить в управление архитектуры при главе республики. По итогам программы в Якутии в течение 2022 года будет благоустроена 121 дворовая территория. На эти цели предусмотрено около 900 миллионов рублей из федерального бюджета.
Нашим центром компетенции по вопросам городской среды ранее были разработаны типовые решения по благоустройству территории с разными видами функциональных зон, наполнением, разными видами оборудования, где жители могли выбрать тот или иной тип. Данный отбор проходит с обязательным участием граждан, то есть те дворы, которые жители выбрали, которые они активно участвуют и голосуют за них, те и дворы должны попасть в данную программу. Сотрудники учреждений культуры Алданы и Москвы обменялись опытом. Современные подходы к управлению и организации работы учреждений культуры. Под таким названием в Алдане прошел семинар. Слово Татьяне Вахниной. Являясь современным механизмом привлечения посетителей, в период пандемии автоматизация стала основным выходом в социокультурное пространство. Об автоматизации каналов коммуникации директор Московского культурного центра «Марьина роща» Виталий Фединский рассказал сотрудникам учреждений культуры и педагогам на семинаре, посвященном подходам к управлению и организации работы. Это необходимость, потому что если мы не будем этим заниматься, то можно, в принципе, часть учреждений будет скоро прикрыть, потому что, например, там молодежь уже многие вещи не воспринимает в очном формате в принципе, поэтому надо двигаться в этом направлении. Уход от стандартов и привычных форм способствует привлечению целевой аудитории, убежден директор Центра Москворечья Александр Москалев. С алданскими специалистами он поделился практикой проведения мероприятий в нестандартных локациях. Достаточно большой опыт в этом вопросе у меня имеется, поскольку я уже давно руковожу учреждениями культурно-досугового типа. И мы приспособили для проведения мероприятий такие места, которые, казалось бы, обычно для этого не приспособлены. В первую очередь это крыши, это непосещаемые места, то есть, например, подвалы. Как создаются и реализуются проекты? Доклад директора Московского дома культуры Нагатина Михаила Головина был посвящен социокультурному проектированию. Мой доклад будет посвящен проектной деятельности, о том, как создавать социокультурные проекты, как делать так, чтобы они решали проблемы, которые есть у населения, есть у жителей Алданского района. И хотелось бы поделиться своим опытом. Проведение семинара инициировали специалисты управления культуры Алданского района. Гости отметили, что они прибыли в Южную Якутию не только для того, чтобы прочесть доклады. В первую очередь целью семинара стал обмен опытом. Считаю очень полезным данный опыт, так как я сама только закончила высшее учебное заведение. Нас, естественно, учили, как делать проекты, какие есть различные формы мероприятий, инновации. Но мне бы хотелось более углубленно узнать. То есть как писать, что задействовать, какие появились новые формы мероприятий. Для моей работы это очень важно. Выступления спикеров были рассчитаны на целый день. Между тем, участники семинара отметили, что время промчалось незаметно. Темы оказались актуальными, а практики, о которых рассказывали гости, интересными и полезными. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Оставайтесь на телеканале Якутия-24, не переключайтесь.